Доехали хорошо, все? Махмуд Али Калиматов тепло встречает делегацию из Кабардино-Балкарии во главе с руководителем региона Казбеком Коковым. В планах рабочего визита обсуждение развития экономического сотрудничества и двусторонних связей между регионами. Визит делегации начинается с экскурсии на обувную фабрику, которая рассчитана на производство до 6 тысяч пар классической, мужской, женской, спортивной и детской обуви. При полной мощности фабрика может обеспечить 180 рабочих мест. Запущенная в 2020 году, она столкнулась с трудностями в поиске потребителей. Встречающая сторона подметила высокий потенциал ингушского предприятия на российском рынке. Специализированную область сделали и на работу нефтяников, причем они требовали, чтобы верхняя часть была алюминием покрыта металлом. И сделали Магадан специалист, кто работает в тяжелых условиях, даже по таким заказам. А так модельная область была вплоть до кожи крокодила делали. Да, по заказу. Они купили Фелиджи-Пели, да? Как бы вот бренд. И сейчас он такой же, он пока не изменен, так не изменен. Это итальянская фирма, они выкупили бренд. И поехали к Колумбу, все это делали. Уникальные подошвы были, и, что удивительно, кожа буйвола. Фелиджи Пелле – это именитая итальянская компания, которая была выкуплена у турецких предпринимателей вместе со всеми оригинальными эскизами и технологиями производства высококачественных изделий. Здесь также производилась обувь для участников СВО, получившая положительные отзывы от военнослужащих. Бойцы хвалили, что даже не только удобно, но и очень безопасно. Хорошую пальцу туда направляют. Глава региона предложил Казбеку Кокову разработать план по совместной реанимации предприятия и наладить сбыт в Кабардино-Балкарию, что поможет укрепить торговые связи между соседними регионами и уменьшить зависимость от импортных товаров. Номер договорите, ездить. Может, специалисты, посмотрите, пожалуйста. Вот все как раз обсудим сегодня. Да. Там есть пересечения, почему по профилям и министров выбирали, по каким направлениям. У нас определенный интерес есть на взаимовыгодных условиях для республик, для бизнесменов, самих же готовы обсудить все. Следующей остановкой экскурсии стала швейная фабрика в Али-Юрте. Запущенная в 2017 году, она вскоре приостановила свою деятельность и попала в список простаивающих. Махмуд Али Калиматов поставил цель – привлечь инвесторов для реанимации фабрики. В конце 2020 года швейное объединение вновь заработало и теперь получает крупные заказы от энергетических компаний. Здесь трудится более 200 сотрудников, а в месяц они отшивают до 8 тысяч единиц одежды. При полном объеме производства фабрика может производить до 40 тысяч форм спецодежды в зависимости от сложности. А вот смотрите, вот, пожалуйста, резерв. Еще можно 400-500 посадить. Все оборудование выше пилотажа. Здесь 700 миллионов затратили, привести его в порядок. Здесь по колено вода стояла. Запустив производство на полную мощность, фабрика сможет обеспечить рабочими местами тысячи с лишним человек, что значительно улучшит экономическое состояние региона. Далее делегация посетила предприятия алюминиевого кластера «РЕАК» и «Реал». Гостей впечатлили масштабы производимой продукции. Ежегодно «РЕАК» выпускает 6 тысяч тонн продукции и создает сотни рабочих мест. В планах наращивания объемов производства. Есть желание научиться самим производить порошковую краску, в том числе тоже много импортной, турецкой, итальянские, греческие краски. Все можно делать в России. А вот то, что сегодня точно, тоже большие конструкции, такие промышленные, производственные помещения собирают, я видел, из профиля алюминиевого, не швеллер железный, а алюминиевая балка. Тоже, но для этого нужен большой пресс, потому что сечение большое. Потому что мы ограничены сечением слитка. То есть вот у нас он максимально сейчас 152 миллиметра, максимум мы можем до 180 профиль с расширителем использовать. А требуется больше конструкций, поэтому мы хотим большой пресс поставить для больших конструкций. Это вот который 4-й у вас? Да, который будет 4-й. Тогда уже будете делать. Да. Делегация из Кабардино-Балкарии была приятно удивлена масштабами производства ингушских предприятий. Казбек Коков поделился перспективами взаимовыгодного сотрудничества двух регионов. Искренне рад за Братскую Республику, что интенсивно развивается крупные производства. Ну, я скажу, это серьезные очень масштабы, а самое главное, эта продукция сегодня востребована, рынки сбыта готовы. Ну и самое главное, это для людей
высокотехнологичное производство, будет формироваться класс серьезных инженеров в республике, которые дальше будут продвигать любые идеи, любые новые проекты. В условиях санкций и дефицита импортной продукции Махмуд Али Калиматов уделяет особое внимание развитию промышленности. В регионе активно реанимируются простаивающие предприятия, создаются новые рабочие места и выпускается качественная продукция, что также способствует повышению капиталооборота в регионе и привлечению инвестиций из других регионов. Не надо за границу ездить, нам надо создавать здесь. И второе, логистика, у нас же надо сперва с нашими рядом лежащими субъектами, с ними надо посмотреть, что у них делают. Вот поедем, производство, в следующий раз мы обговаривали это. Представитель правительства, команду, определят нам объекты, мы поедем туда. Понимаете, мы должны, еще раз повторяю, может банально, не надо велосипед изобретать. Он уже есть, надо поехать просто новое что-то делать, что-то полезное делать для республики, для каждого человека. Итогом визита стало не только знакомство с ингушскими предприятиями, совместные инициативы помогут не только улучшить экономическую ситуацию в обоих регионах, но и создать новые возможности для их жителей. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.